Теперь давайте разберем, как сделать обложку для вашей группы ВКонтакте. Итак, для этого нам нужно понять вообще, какая размером обложка, потому что она там вытянутая, вот, невысокая и вытянутая. Да? Ну, давайте мы сразу откроем с вами ВКонтакте. Вот я открываю свою страничку ВКонтакте, перехожу в любую там группу, да, ну, пускай в группу, да. И здесь мы с вами нажимаем вот управление, нажимаем управление. Дальше мы с вами идем и смотрим обложка сообщества, да. Вот вы берете, нажимаете сюда и смотрим, какой размер у нас обложки. Размер обложки у нас... Так, размер обложки у нас получается следующий. Да? Давайте мы удалим. Удалить. Ну, я не стал удалять, да. Здесь вот 1590 на 400, да. 1590 на 400. Да, но у меня удалилась обложка. Вернее, не удалилась она, потому что я не нажимаю «Сохранить». 1590 на 400. Давайте еще раз. 1590 на 400. Да. Теперь что мы делаем? Мы с вами переходим в наш сервис Canva. Да? В наш сервис Canva. И здесь сразу у нас есть кнопочка «Настраиваемые размеры». Видите, в правом верхнем углу. Мы нажимаем с вами непосредственно сюда. И сюда вбиваем 1590. И высота у нас 400. Нажимаем «Создать дизайн». Да? И, собственно говоря, видите, у нас получилась такая картиночка. Дальше мы можем выбрать с вами здесь фон. Да? Выбираем фон. Фон, опять же, можем выбирать разный. Давайте выберем приблизительно, да, какой-нибудь там вот такой. Ну, абсолютно разный можно, но я монотонно люблю. Вот пускай будет вот такой. Вот такой у нас фон. Мы его можем настроить. Ну, то есть настройка я вам уже показывал, да, здесь можно его вот так вот сделать немножко. Можно оставить его такой, как есть. Вот, и так далее. То есть размытие здесь нам не нужно. Ничего. В общем, так вот. Оставляем его такой. Теперь нам нужно с вами можно элементы. Шаблон нам не нужны. Ну, в принципе, вот есть шаблоны, да, как это сделать. Да, можно по-разному. Ну, я предпочитаю вот так. То есть мы выбираем вот эту кругляк, да. Можно, конечно, разные выбирать всякие. То есть, да. Вот видите, там, где есть вот такие вот, как фотки, да, вот сюда можно вставлять фотографию. Сюда вот так можно вставлять фотографию тоже. То есть здесь нужно просто дальше спускаться и так далее. Вот, мы выбираем кругляк, такой кругляшочек, вставляем сюда. Вот, и, собственно говоря, вы сюда вставляете свою фотографию. Да? Заходим с вами в загрузки. Дальше выбираем любую фотографию. Давайте вот эту фотографию выбираю, вставляю сюда ее. И потом можно увеличить, уменьшать и так далее. Ну, вот я вот так могу сделать. Так. Вот так. И здесь можно вот так уменьшить. Да. Можно вот так сделать. То есть здесь фантазия абсолютно предостаточно может быть. Можно, в принципе, элемент выбирать любой. Можно и такой элемент выбрать. Ну, видите, здесь здесь нужно... Здесь этот элемент не подойдет. Можно вот такой элемент выбрать и тоже сюда вашу фотографию поместить. Эту фотографию, вот давайте, она уже здесь, фотография помещена. Ну, можно фотографию сюда тоже поместить. Ну, давайте я приблизительно сейчас покажу. Вот так будет фотография, да? И вы просто опускаете, вот так может быть фотография ваша. Вот. Но я вот эти вот узорчики не очень люблю. Кругляшок, он нормальный. Здесь можно и по-разному еще всякие всевозможные делать элементы.
Вот, здесь нужно просто поискать. Вот, их, это недавно использованные, да. А на самом деле тут можно и разные графические такие элементы находить. Да, то есть нужно чуть-чуть дальше спускаться. Вот, ну, этих предостаточно. Давайте теперь дальше. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужен текст. Давайте выбираем текст. Добавить текстовое поле. Вот сюда. Здесь можно просто подписать. Давайте так. Здесь Олег. Можно здесь написать привет. Так, предприниматель. Так, предприниматель. Да, ну, так вот. На самом деле здесь можно чуть уменьшить, вот так же поместить. Вот, дальше. Здесь можно вот поместить, обычно здесь, что здесь можно писать, да? Можно писать вот такие вещи, да? Ну, например, как вариант, да? Вы берете сюда, ставите текст, сюда, и идете в Яндекс, да? Давайте перейдем в Яндекс, и здесь пишите высказывания великих людей. Нажимаете сюда, вот высказывание великих людей, сюда заходил уже. И давайте вот, можно про деньги, можно про, там, я не знаю, там, можно про мечты, можно про, не знаю, будущее. В общем, про разные вещи можно здесь, собственно говоря, о себе там, да, можно. Давайте, допустим, выберем какую-нибудь короткую. Давайте выберем. Так. Угу. Выбирайте, в общем, здесь то, что вам нравится. Давайте, вот, допустим, вот это. Я лучше, чем моя репутация. Вот. На самом деле очень разные можно здесь, там, да, и про, там, давайте, деньги, да, можно, и там, давайте, и про успех можно, вот успех, наверное, про успех лучше, да. Давайте, чтобы быть успешным, нужно, чтобы была страсть к тому, что вы делаете. Вот это выделяем, нажимаем скопировать. Дальше отсюда выходим, заходим сюда, в Canva, да, выделяем этот текст, вставить. Так, почему-то у нас не вставилось. Да? Не вставилось. Давайте еще раз перейдем сюда. У нас было с вами что? У нас с вами было про успех. Чтобы быть успешным, да? Что у нас там было? Вот этот. Ctrl-C. И сюда вставляем. Ctrl-V. Нет, давайте так тогда напишем. Чтобы быть успешным. Что там было еще? Нужно, чтобы была страсть. Нужно, чтобы
была страсть к тому, что вы делаете. Тому, что вы делаете. Ну, вот так вот вы написали, да, чуть-чуть сделали покрупнее. Можно это сделать другим цветом, ну, контрастным, опять же, да. Можно это сделать другим шрифтом. Посмотрим сейчас, как это получается. Да, оно здесь получилось. И здесь вы можете еще написать, ну, условно говоря, давайте это тому, что вы делаете, да. Вот так вы сделали. Ну, смотрите, чтобы было пропорционально как-то, да, но смотрелось, чтобы обложка. И здесь вы можете еще написать, ну, допустим, что-то. Давайте добавим текст еще один. И здесь вы можете написать простыми словами о сложных вещах. Ну, условно говоря, можно так написать. Не нужно здесь ничего писать. Если у вас стратегия не бизнес, не нужно писать ни про какие здесь мероприятия, ни про какие даты, ничего. Просто вы это делаете для того, чтобы группа, чтобы от нее мы могли дать рекламный пост, раз, для того, чтобы модераторы могли посмотреть, что группа оформлена, и чтобы люди, которые зашли, видят, что эта группа как-то ведется и что здесь что-то есть. Да, больше вам эта группа ни для чего не нужна. Потому что вся основная деятельность ваша будет на мероприятиях. То есть будет все на ваших презентациях, да, в которых вы будете выявлять людей, которым будет интересен ваш бизнес. То есть вы будете рассказывать, подводить людей к тому, чтобы люди действительно видели. Давайте так, ну, можно так вот сделать, да, простыми вещами, простыми словами о сложных вещах. Вот, все, вот ваша обложка готова. Вы опять же можете вот так, нажимаете сюда «Скачать», скачиваете, «Скачать». Все, ваша обложка скачивается. Таким образом можно делать, соответственно, обложки. Но обложек, 50 обложек делать не нужно, обложку нужно сделать одну, просто нужно четко понять, что здесь прописать. Вы можете написать про мечту, можете прописать еще про что-то, да. Вот. Афоризмы всевозможные, которые цитаты про успех, допустим, высказывания какие-то великих людей, вы можете прописать. Но не нужно писать, чтобы это сильно как-то носило смысловой характер. Нужно прописать просто как ваш жизненный лозунг, да, вот, как ваша жизненная кредо. Прописали здесь простыми словами о сложных вещах, это, ну, якобы такое вот ваше мероприятие. Можно было написать там онлайн-встречи с Олегом Поповым, или там еженедельные встречи с Олегом Поповым, там, ну и так далее. Ну и здесь я просто написал Олег Попов, предприниматель, да. Вот, вы здесь можете написать эксперт там в области такой-то, такой-то. Если вы, опять же, идете по стратегии бизнес. Если вы говорите про, там, условно говоря, про похудение, да, как похудеть там без лекарственных средств, то вы говорите эксперт в области похудения, там, да. Если вы идете по стратегии базовой, здесь не нужно писать, здесь нужно лучше нейтрально прописать предприниматель, вот, где вы можете поделиться чем-то. Да? Допустим, если я говорю про как пройти собеседование, да, то здесь можно было написать, что главные фишки или там главные фишки о вещах, которые помогают в трудоустройстве.
или там способы, помогающие, там, или фишки, помогающие при трудоустройстве. А здесь могу написать Олег Попов, бизнес-тренер, или там эксперт по рекрутингу. То есть тогда человек сразу понимает, что я даю рекомендации по тому, как проходить собеседование. А дает рекомендации Олег Попов, который является рекрутером, да, который сам привлекает людей, и через него проходят эти люди, и он, соответственно, знает, что может помочь при прохождении собеседования. Надеюсь, что эта информация вам сильно поможет.